Доброе утро! Встречаем четверг вместе с программой «Утро Якутии». 17 марта на календаре. Мы вновь с Русланом готовы дарить вам хорошее настроение и делиться самой полезной, актуальной информацией на этот день. Да, желаем всем доброго утра, бодрого настроения. Ну и, конечно, коротко о том, что сегодня нас ожидает в выпуске. Сегодня вы узнаете в нашем эфире, как якутяне осваивают российские сети, почему это хорошо забытое старое. Ну а гость в студии, психолог, даст советы, как меняются отношения и общение в соцсетях. Также сегодня начинается неделя инклюзивного образования. В рамках этого пройдут различные мероприятия, и об этом поподробнее обсудим с нашим следующим гостем. Фотография – это не просто картинка, это искусство, на которой изображена душа человека и отпечаток самого фотографа. Об увлекательной профессии фотографа расскажет герой нашего сюжета, а также мы познакомимся с кинопремьерами этого четверга. Будут и наши постоянные рубрики, так что оставайтесь с нами, будет интересно. Ну а свои вопросы, пожелания и поздравления вы всегда можете написать нам по WhatsApp или Telegram. Номер телефона вы видите на своих экранах. Ну, дорогие друзья, я думаю, что самое главное с утра – это узнать, какая погода за окном. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 19-27 градусов мороза. В Заречной группе 16-20 градусов, в Южных 20-23, в Вилюйской группе 29-36 градусов. В Нижнеленских 28-33, в Западных 25-30. В Колымендигирской группе 29-35, в Янских 32-38, на северо-западе 22, местами 32 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 20 градусов, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 11-13 градусов мороза. На этой неделе россияне массово переходят, кто впервые, а кто повторно, на отечественные социальные сети в связи с блокировкой Роскомнадзором Instagram. Для кого запрет стал шоком, на какие новые площадки переходят предприниматели, а кто видит в происходящем только положительные моменты, узнавал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Анита – предприниматель со стажем. Свой бизнес начала 5 лет назад, открыв страницу в Инстаграм. Набрала хорошую клиентскую базу и до блокировки мессенджера там насчитывалось около 18 тысяч подписчиков. На пути становления как предпринимателя Анита столкнулась вначале с ограничениями, связанными с COVID-19. А сейчас основная рабочая площадка и вовсе закрылась. Начнем с того, что наш магазин мы открыли в 2018 году. Именно позиционировали себя как Инстаграм-страничку, а через год уже вышли в розничный магазин, в торговый центр. Потом, как вы знаете, еще через год у нас пандемия наступила, и мы снова перешли в онлайн и полностью работали только на Инстаграме. А сейчас, с 14 марта этого года, к сожалению, Инстаграм убрали, и нам сейчас приходится очень в экстренном порядке переходить на другие социальные сети. Блокировку Инстаграма свободные предприниматели сразу же ощутили на себе. Упали не только просмотры, которые можно отследить через VPN, но и продажи. Как следствие, упали охваты, упали просмотры, также не просматриваются сообщения, которые мне отправляют. Действительно, многие пользователи не унывают. Большинство вспомнили свои прошлые аккаунты в отечественных социальных сетях. Хотя некоторые даже надеются, что Инстаграм все же восстановят и находят способы обойти блокировки. Я сижу ВКонтакте и через VPN в Инсте сижу. А вообще, блокировка Инстаграма, как вы относитесь к этому? Надо было это делать или все-таки это... Нет, не надо было. Нет. Почему? Через VPN включать постоянно, это как-то не очень, В каких сетях тогда сидите? Получается, Telegram, ВКонтакте, WhatsApp. То есть ваши друзья туда перешли и да. спокойно вы общаетесь? Да. Я сижу в Телеграме,
ВКонтакте. Интернет-блогер под ником Эвенкейка, который сейчас живет в Москве, давно уже открыла страницу в Телеграме и ведет общение с подписчиками именно на этой площадке. А чтобы не сильно зависеть от социальных сетей, открыла дополнительный бизнес, где зарабатывает на жизнь. Я особо не переживала, потому что заранее уже была готова к этому. Я поступила на психолога и сейчас учусь. Мы сейчас живем в Москве. Вот. И еще это не единственный источник дохода для меня, поэтому я особо не переживала, но на всякий случай я завела себе отдельный телеграм-канал, на который уже подписалось 5000 человек, и еще восстановила страницу ВКонтакте. Только за последние дни отечественные социальные сети фиксируют рекордные показатели притока новых клиентов. С 14 марта, за дня блокировки Instagram, число ежедневных регистраций в российских социальных сетях выросло почти на 20%. Между тем, предприниматели, которые вели свой бизнес в зарубежных социальных сетях, начали активно переходить в ВКонтакте. В свою очередь, социальная сеть расширила инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Но, тем не менее, не унываем, потому что есть другие инструменты для продвижения, другие площадки, такие как ВКонтакте, Телеграм, и, может быть, еще появятся какие-нибудь. Я лично буду делать так, буду переходить на другие площадки. Для себя мы выбрали ВКонтакте пока. Это то, что нам пока известно, доступно, более привычно, так сказать. На самом деле во ВКонтакте я не сидела очень давно с появлением Инстаграма, но вот уже неделю изучаем этот рынок. Он очень поменялся. Там на самом деле сейчас очень много возможностей для малого бизнеса. Можно даже на основе ВКонтакте создать свой какой-то сайт и работать как магазин ВКонтакте. И разрабатываем тоже в очень срочном порядке свой индивидуальный сайт. Если для предпринимателей и для блогеров социальные сети – это площадка зарабатывания денег, то для других, а в основном это молодежь, это площадка самовыражения, общения и обмена мнениями. Как по-моему, соцсети, да, это творчество или искусство, чтобы выражать себя и так далее, да? Я вот, например, сама с Якутии, но я общаюсь с Чукоткой. А его нету у меня сейчас, все мы прекратили. Это очень плохо. Блокировки социальных сетей и других зарубежных программ не рады и специалисты IT-сферы. Ведь благодаря этим зарубежным гигантам имеем возможность общаться с друзьями из других точек планеты. Как бы это не было бы прискорбно осознавать, но, допустим, конкретно в IT пальма первенства далеко не у нас. Все технологии, все разработки и прочее, они все Запада, и мы ими пользуемся, то есть, копируем, адаптируем. Да. Но несмотря на это, часть якутян считает, что пора уже выходить из социальных сетей и общаться вживую, и перестать тратить на это время. Я так и так общаюсь вживую, то есть мне неинтересно общаться в соцсетях. То есть я могу общаться там с Телеграме, просто переписываться, а где-то всякое такое. На этом все оканчивается. Может, действительно сейчас для нас появился уникальный шанс пересмотреть жизненные приоритеты, чтобы предпочесть виртуальному общению живое. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. А как якутяне осваивают российские соцсети, как меняются наши отношения, общение и вообще общение живое и в социальных сетях? Как себе помочь в такой ситуации? Мы хотим об этом сегодня поговорить с нашей гостьей. Это психолог Алена Шкулепа. Алена, доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем, наверное, об отношениях и общении, да, в соцсетях. Как как общение изменилось? Вообще, как отразилось, да, на нашем настроении, как-то повлияло и на кого больше? Хороший вопрос задаете, я бы вам такой же задала. Но мне кажется, конечно, повлияло, все действительно, тревога поднялась по этому поводу, потому что, очень у многих людей там был бизнес, очень у многих людей там были контакты, в том числе зарубежные и так далее и тому подобное. И, естественно, так тряхануло всех нехило. Признаюсь честно, даже у меня был такой в первый момент в смысле, как столько сил было вложено во все это. Но через какое-то время, во-первых, учитывая скорость, спасибо нашим россиянам, что у нас есть свои соцсети, поэтому мы все-таки не оказались в полном информационном вакууме, у нас есть куда уйти, и, в принципе, знаете как, у меня даже дальновидность такая в прошлом году случилась, я открыла в параллели в Телеграме канал, и оказалось, что это не оказалось так страшно, как казалось бы в начале.
То есть все равно какая-то опора, поддержка, она была, да, и вот благодаря этому, может быть, мы как-то легче. Я еще также читала, что нужно где-то вот примерно пару недель выждать, погулять, подышать воздухом, подумать, а потом уже вот приступать к регистрации в каких-то новых социальных сетях. Вполне возможно, но учитывая, с какой скоростью мы живем, мне кажется, 2 недели это очень много погулять. Мне кажется, гуляли мы где-то день, максимум 2, да, чтобы резко пойти. Ну, дело в том, что я изначально была зарегистрирована в всех российских соцсетях, поэтому я так... Ну, здравствуйте. Да, здравствуй, ВК. Да, здравствуй, ВК, там, здравствуй, Телеграм, всем привет. И сказать, что ну, совсем критично это было, конечно, нет. И более того, судя по количеству подписчиков, которые ко мне сейчас пришли, эти все люди были в ВК, просто как-то не очень были активны, а сейчас мы, мне кажется, все вместе там прекрасно общаемся. Можно сказать, что это такая даже определенная чистка, да? То есть те аккаунты, которые уже недействительны, они как бы... А кому нужно, интересно, действительно подписываются и переходят. А вот что вообще плохого и что хорошего при смене соцсетей? Хороший вопрос задали. Вообще, я вам как человек с опытом, ну, чтобы у зрителей не возникло ощущение, что я легко к этому отношусь, потому что я там особо ничего делаю, я там очень много чего делала. И для меня, наверное, один из позитивных моментов, как бы странно это ни прозвучало, было то, что у меня есть, знаете, как официальная возможность передохнуть. И даже в какой-то момент, где-то очень в глубине души, я даже обрадовалась, что это произошло, но как-то для того, чтобы немножко сменить. Что хорошего, это то, что, во-первых, можно перестроить. И об этом говорили еще в 2020 году. Я думаю, никого не удивить фразой о том, что кризис – это время возможностей. Можно что-то действительно почистить, подправить, исправить и запуститься в новом каком-то формате, варианте. Вот у меня вчера, например, новая рубрика родилась. Так долго я ее, как говорится, рожала, и вот раз и случилось. Что, конечно, плохого? Плохого в основном только в том, что тревога очень подскакивает всегда при любых изменениях, даже хороших. И здесь, конечно, важно себя уберечь. Дорогим друзьям хочется сказать, пожалуйста, берегите себя, ничего критичного нет, и если вы просто как-то вот останетесь на минуту в тишине и послушаете себя, то вы живы и здоровы, и вообще все с вами хорошо, а все остальные вещи можно на самом деле пережить, если действительно как-то взять паузу, действительно погулять хотя бы пару часов и придумать что-то новое. Друзья, мы напоминаем, что у нас в гостях психолог Алена Шкулепа, и мы напоминаем также про наш WhatsApp и Telegram. Номера вы можете туда отправлять в прямом эфире вопросы, которые вас интересуют, и, возможно, мы успеем задать Алене. Ну, а сейчас мы ненадолго прервемся и далее продолжим наш разговор. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Более 7 тысяч человек в регионе стоят на учете в поиске работы. Это намного меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но стоит задача не только снизить безработицу, но и сохранить рабочие места трудящихся. Так, более 150 человек могут остаться без работы в 13 организациях. В прошлом году в это же время 35 предприятий планировали уволить более 600 человек. Ситуацию могут усугубить западные санкции. В связи с этим правительство Якутии разрабатывает межведомственный план сохранения рабочих мест. Такой план был реализован в прошлом году для восстановления численности после пандемии. Так что механизмы отработанные есть. На федеральном уровне разрабатываются 3 мероприятия. Но мы ожидаем, что они будут разработаны и направлены для реализации по субъектам. Это временная занятость работников предприятий, организаций, планируемых к освобождению. Это общественные работы работников и опережающее профессиональное обучение. В настоящее время, по данным Сахастата, занятыми являются 464,8 тысяч человек. Уровень безработицы составляет 7,2%. И вот эти показатели мы должны сохранить к концу года.
В Якутском медицинском колледже прошло распределение выпускников по медицинским организациям. По итогам прошлого года трудоустроено 99% выпускников колледжа, 75% из которых по специальности. Как отмечает руководство учебного заведения, в этом году также ожидается высокий уровень трудоустройства и планируют открыть дополнительные специальности. Сейчас планирую после окончания учебы устроиться на работу. Я являюсь целевым студентом. У меня заключен договор с Якутской республиканской клинической больницей. Я иду туда, потому что до этого я там работала в отделе кадров. И мне, в принципе, очень нравится в этой больнице. Очень дружный коллектив. И хотелось бы в будущем там работать. Я уже получила ходатайство, поэтому надеюсь, что я скоро уже приступлю к работе. Молодежный фестиваль «Мосустар» станет образовательной площадкой для креативной молодежи. Его проведут 25 и 26 марта. В этом году в программе 13 направлений, среди которых кинематограф, анимация, IT, киберспорт, мода, журналистика, наука и экология. Особое внимание будет уделено духовно-нравственному воспитанию молодежи. С начала года в рамках фестиваля по всей республике запустили конкурсы, победители и активные участники которых будут приглашены на основную площадку фестиваля в Якутске. Ожидается, что участие в онлайн и офлайн режимах примут более 12 тысяч якутян со всей республики. А мы продолжаем наш разговор с психологом Аленой Шкулепа о том, как повлияют на нас, на всех, блокировка важных социальных сетей. Алена, ну почему у людей такая вот зависимость от социальных сетей? Потому что мы существа социальные, не зря же это назвали соцсетями. И, конечно, тот объем общения, который был в интернете, его просто нереально охватить просто в реальной жизни. И поэтому, конечно, и многие близкие, знакомые, друзья, и это же заграничные какие-то тоже, и когда это начинает теряться, конечно, это очень... И зависимость, конечно, в этом смысле высокая. Но более того, есть, конечно, и психологическая зависимость. Об этом, кстати, очень часто и много психологи говорят. Вот как раз зависимость от лайков, от некой публичности жизни. От просмотров и так далее. Вполне возможно, что, может быть, даже нам удастся перестроить как раз это отношение вот этим кризисом. Но это та вещь, с которой сталкиваемся постоянно и регулярно. Поэтому, конечно, ты зависишь от этих вещей. Как-то так. Тебя все видели, а теперь никто тебя не видит. Ну, действительно, многие, наверное, переживают по этому поводу. А вот что можно дать, какой дать совет тем, кто очень сильно близко к сердцу принял вот эти переходы и блокировки? На самом деле, вы сами в самом начале сказали о том, что хорошо бы сходить погулять. Вот я тоже, когда все говорят, давайте послушаем себя, как у нас вообще с нами, что сейчас происходит. И хорошо бы посмотреть и понять, что конец света не наступил. И вообще понятно, что для людей, которых практически 90% всего общения составляли социальные сети, для них сложнее всего. А вообще-то у нас вокруг люди есть. И вообще-то мы можем разговаривать. Я, например, с таксистами люблю разговаривать. Я вообще люблю разговаривать с людьми. У меня профессия такая. Вот, поэтому пора выходить на улицы и начать просто общаться. И мне кажется, что это в любом случае... Во-первых, нас поддержит, во-вторых, коммуникация – это тот навык, который нам очень сильно пригодится в будущем. Об этом говорят абсолютно все, в том числе и диджитал-эксперты. Как ни крути, должны учиться это делать. Сейчас такой замечательный способ это сделать. Но мне кажется, взрослым в этом плане легче. Вот, а как быть подростком? Им тяжелее. Те, кто не знают жизни другой без социальных сетей. Ну, начнем с того, вот у меня дети, да? Одна уже взрослая, другая еще подросток. Я ни в одном месте не заметила, что ей стало тяжело. Во-первых, они как ВКонтакте были, так они там активно и общаются, ничего не исчезло. Во-вторых, я на самом деле не думаю, что именно подросткам это тяжелее всего, скорее все-таки это тяжелее взрослым. Поэтому если взрослые спокойны, то и подростки перестают стрессовать по этому поводу. Спасибо, Алена, вам большое за то, что в этот утренний час вы с нами, с нашими телезрителями. Я думаю, что были очень полезные советы. Да, очень важная такая тема. И спасибо, что помогли немного разобраться. И ждем вас снова всегда. Зовите. Спасибо. С удовольствием. Спасибо. Ну а далее наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомим вас с замечательным мальчиком. Его зовут Сережа. И он, как и все герои нашей рубрики, очень нуждается в семье.
Этот славный мальчик волею судьбы оказался в учреждении. Знакомьтесь, это Сережа, ему 3 года. Он очень добродушный, ласковый мальчик, проявляет интерес к настольным играм. Особенно ему нравятся вкладыши, пирамидки, любит перебирать шарики. Он очень тянется к общению со сверстниками, хорошо идет на контакт со взрослыми, с большим интересом познает окружающий мир. Вот, давай, забирай. Вот так. Угу, давай, Сережа, да? Классный, да. Сережа с удовольствием играет в разные игры. Как и все мальчики, обожает машинки и может подолгу возиться с ними. В силу определенных проблем со здоровьем Сережа не так хорошо ходит, но старается, и это доставляет ему радость. Он проявляет интерес ко всему окружающему. Сережа наблюдается у специалистов, проходит плановые ежегодные обследования и получает курсы реабилитации и соответствующее лечение. Сережа добрый, ласковый мальчик. Он нуждается в особом уходе, чутком внимании. И мы надеемся, что все это он обретет в семье. Доброе утро! С сегодняшнего дня начинается неделя инклюзивного образования. Благотворительный фонд «Харысхал» традиционно организует ряд мероприятий. И об этом мы подробно сегодня говорим с директором фонда Ольгой Захаровой. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ольга, скажите, можете поподробнее рассказать о всероссийской кампании «Неделя инклюзивного образования» и для чего он проводится? Ага. Вот неделя инклюзивного образования, да, у нас уже проводится традиционно. Проводит РОИ «Перспектива» город Москва, да, и мы присоединились к этой кампании с 2013 года. Начинали с уроков доброты, да, нас приехали, обучили, и наши тренера, это сами люди с инвалидностью, проводят, да, в школах, общеобразовательных школах уроки доброты. Потом мы присоединились к паралимпийским урокам. И так вот завертели, пошло, и уже стали организовывать кампанию недели инклюзивного образования, да. И уже вот эта кампания настолько вот уже все знают, да, педагоги, родители, школьники, общеобразовательные школы, да, дошкольные учреждения, и уже сами спрашивают, когда у нас в марте, именно в каких числах у вас начинается вот эта неделя, чтобы уже принять участие, да, как-то. И в этом году у нас 17 по 23 марта пройдет. 17 по 23, и вот какая конкретно программа ожидается? Программа нацелена на всех участников образовательных организаций. Это школьники, для них уроки, да, уроки доброты, паралимпийские уроки, олимпиады, конкурсы и так далее, да. Для педагогов больше таких повышающих компетентность, да, в плане именно инклюзивного образования, пройдут семинары и так далее. Есть у нас еще семинар по пониманию инвалидности, да, это терминология, это снятие стереотипов по отношению к людям с инвалидностью, и также родителям, чтобы тоже повысить их ответственность, да, как родителей, и повышение тоже вот компетентности. Скажите, у вас есть еще проект «Уроки доброты», он проводится в течение всего года и также на неделе инклюзивного образования? Уроки доброты у нас ежегодно, и не ежегодно, а в течение года. Да? В течение года проводится, это имеет заявительный характер, то есть независимо от формы образовательной организации, дошкольные, школьные студенты могут, да, обратиться
обращаются к нам и хотят, чтобы мы провели уроки доброты. Наши тренера, раньше были только тренера с инвалидностью, но позапрошлого года к нам присоединились родители детей с инвалидностью, да, чтобы рассказать о своих детях. У нас разные темы. Какие нозологии, да? Допустим, у тренера какой-то вот со слухом какие-то вот нарушения, он приходит и рассказывает по своей теме. Но есть общая тема, это, конечно же, снятие стереотипов, социальный, медицинский подход, да? В чем отличие рассказывает. Благодаря таким урокам дети начинают понимать, что мы все разные, но равные. Да? По сути, дети сами по себе такие открытые, да? Открытые. И вот именно проводя уроки детям, мы воспитываем будущее поколение, уже инклюзивное общество. Благодаря таким урокам. Вот этого и мы добиваемся. Ну, помимо самой недели, вот как еще идет популяризация инклюзивного образования? Самой вот именно недели. Вообще у нас в фонде все проекты инклюзивные, да, получается. Это прежде всего инклюзия. Если в образовательных каких-то площадках более-менее как-то вот непонятно, да, нормативные какие-то там, у нас это через дополнительное образование, через творчество. То есть у нас есть студия медиаанимационная, инклюзивная медиаанимационная студия «Чудеса кино», где дети все, подчеркиваю, все, независимо есть какие-то нарушения, либо нет, нормотипичные, да, создают совместно мультики. Дальше у нас есть инклюзивный театр студия «Маленький принц», в котором, играя творчеством, тоже дети социализируются. Да? Есть инклюзивная этностудия «Глинотерапия», с этого года работает, тоже чтобы прикоснуться к своей фольклор, культуре и так далее. Да? И глинотерапия, тоже дети из природного материала что-то делает, тоже социализируется. Ну и расскажите, кто может принять участие в неделе инклюзивного образования? Все желающие, абсолютно все желающие. Мы, как школьники, как дошкольное учреждение, да, взрослые, родители, педагоги, специалисты и отдельные граждане, которые интересуются именно вот темой инклюзивного образования. Напомню еще, наша программа можете найти добросаха.ру на нашем сайте и либо позвонив нам по телефону 705-887. Ну, Ольга, спасибо вам большое за хорошую информацию. Желаем вам, чтобы неделя прошла продуктивно и, конечно же, успехов в работе. Спасибо. Напомним, что с 17 по 23 проходит неделя инклюзивного образования в нашей республике. Но в рубрике «Моя профессия» мы знакомим вас с интересными людьми Якутии и тем, чем они занимаются. Речь и о делах, и о хобби, в которые вложена душа. Наша сегодняшняя героиня Селена. Она занимается фотографией. Меня зовут Селена. Я родом из Санкт-Петербурга. Точнее, я прожила там большую часть своей жизни. Приехала в Якутск по приглашению школы танцев. Изначально я работала педагогом-хореографом по арабскому танцу. И вот, но фотография не оставляла меня на протяжении всей моей жизни. Фотографировать я начала, то есть я с фототехникой познакомилась раньше, чем научилась ходить. Моей маме очень хотелось запечатлеть каждый момент моей жизни, моего роста, развития. Поэтому у нас каждый год были новые семейные фотоальбомы. У меня 2 высших образования, 2 технических образования. Я инженер-теплотехник и инженер АСУТП, автоматизированная система управления технологическими процессами. Но меня всегда тянуло в творчество. Собственно, поэтому я и стала профессиональной исполнительницей арабского танца. И вот симбиоз технических знаний и творческой профессии танцовщицы переросло в фотографию, хотя с этим я изначально была знакома с детства. Идея вдохновения — это прежде всего насмотренность. Я в Санкт-Петербурге вдохновлялась много картинами, и поэтому основная часть моих работ — это художественные фотографии. Фотографии как картины, фотографии как наследие. В Якутске меня вдохновляет природа, люди, модели. Я для себя выбрала семейную групповую фотографию, потому что для меня фотография — это связь поколений. Я хочу, чтобы у каждой семьи были фотографии как наследие, как вдохновение, как сила рода, проходящие через поколения. Если раньше, я помню, во времена моего детства мы
вырезали родственников своих и приклеивали, и делали общий коллаж. То сейчас с помощью техники это возможно сделать сразу. То есть на моих снимках есть по 4, по 5 поколений даже, что не может не радовать. С гордостью могу сказать, что я могу работать при любых световых условиях. То есть это не только режимные часы, рассвет и закат. Я люблю и даже делаю вызов работать в яркий солнечный день, в помещениях со смешанным светом. Потому, во-первых, я хорошо владею импульсным светом. В принципе, это и дает мне возможность работать в любых световых условиях, не бояться никаких сложных условий. Для меня самое главное – это не фотошоп. То есть я за хорошие исходники, я не рассчитываю на постобработку. Постобработка – это лишь вишенка на торте, потому что фотограф и камера, они видят по-разному. Самое главное для меня – залог – это качественный исходник. То есть свет решает все. Кто владеет светом, ну я уже перефразировала, тот владеет миром. Ну то есть тот владеет миром фотографии, кто владеет светом. Я еду на съемку, я уже вся на энергии. Обычно люди от меня убегают, потому что я не могу остановиться. Я, если чувствую, что я что-то не сняла, я людей не отпускаю. Сами люди, герои, вот это вот совмещение героя, образа, локации мне дает вдохновение. Самый основной минус – это цена на технику. Но фотограф постоянно должен обновляться, развиваться. Камеры очень дорогие. Вот у меня сейчас в планах покупка камеры, стоимость более 500 000 рублей. Плюс к ней нужно парочку объективов, которые тоже стоят более 500 000 рублей. Это что касается камеры и объектива. Дальше свет. Ну, я не буду брать такие, это просто штативы уже мелочи получается. А самый основной свет. Я использую компанию Profoto. Это одна голова, вспышка стоит около 200 000 рублей. Вот у меня есть 2 вспышки компании Profoto. И к следующему Новому году я поняла, что мне необходима еще одна голова Profoto, чтобы иметь возможность больше управлять светом, еще больше контролировать его. Не подстраиваться, ну, хотя я и так уже давно не подстраиваюсь, а управлять. Планы на будущее у меня семья, вырастить достойных детей, сделать так, чтобы они гордились не только папой, но и мамой, ну, вырастить достойных граждан нашей страны. Действительно, я думаю, что профессия фотографа, она очень востребована, особенно когда идут праздничные мероприятия, потому что запечатлеть, допустим, момент той же свадьбы, юбилея, дня рождения. Знаменательного события, да. Чтобы он надолго-надолго запомнился и сохранился на фотографиях. Ну, очень отрадно, что в этот день сегодня многие празднуют, конечно же, день рождения. И у нас есть даже поздравления, которые пришли к нам на WhatsApp. Да, так поздравляют любимого внука Максима, проживающего в городе Москва, с днем рождения. Желаю хорошего здоровья, достижения поставленных целей и счастья в личной жизни. Дедушка вас поздравляет, Максим. Дмитрий Афанасьевич его зовут, Колодезников, почетный ветеран спорта Республики Саха-Якутия. Вот так поздравление отправляется в Москву. Также с юбилеем поздравляют брата, дядю Слепцова Сергея Иннокентьевича из города Среднеколымска. Желаем здоровья, удачи и благополучия. Филипповы, Слепцовы, Шамаевы. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Ну, а какие знаменательные даты отмечаются сегодня в России, мы узнаем в нашей ежедневной рубрике. На календаре 17 марта. Сегодня отмечают Всемирный день социального работника. День Святого Патрика, одного из почитаемых во всем мире святых. По народному календарю сегодня Герасим Грачевник. У славян день получил такое название, потому что в этот день обычно ожидали прилета грачей. Этот день в истории. 17 марта 1816 года пароход «Элиза» вышел из небольшого английского порта, расположенного в 80 километрах к югу от Лондона, и на следующий день пришвартовался в Гаври и стал таким образом первым в истории пароходом, пересекшим Ла-Манш, пролив между побережьем Франции и островом Великобритания. 161 год назад в этот день императором был подписан манифест об отмене крепостного права. 17 марта, в последний день Масленицы, в прощенное воскресенье,
воскресенье по всем российским церквям во время обедни манифест Александра II об отмене крепостного права был обнародован. В этот же день 1861 года завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в единое государство – Королевство Италии. 17 марта 81 год назад в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея. 17 марта 1960 года в Японии в продажу поступили первые разноцветные фломастеры. В этот день родились Михаил Врубель, русский художник, Борис Полевой, советский журналист, писатель, прозаик, Рудольф Нуриев, советский британский артист балета, балетмейстер, Курт Рассел, американский актер, сценарист, продюсер, Дмитрий Астрахан, советский и российский режиссер, актер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Данил, Павел, Ульяна и Яков. Что ж, мы поздравляем всех именинников этого дня, 17 марта. Ну а далее... Далее мы узнаем, какие самые актуальные новости на этот час, а поможет нам в этом новостной обозреватель Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. В Якутскую республиканскую клиническую больницу поступил новый передвижной рентгеновский цифровой аппарат. Примечательно, что новый аппарат R500 Mobi Compact отечественного производства. Главное отличие нового оборудования – автоматизация рабочего места рентгенолаборанта. Кроме того, он легкий, компактный и обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. Это, конечно, российский аппарат у нас, полностью сборка российская идет, да, и цифровой. Этот аппарат цифровой, и, значит, изображение сразу, как вот съемку сделали больного, и сразу информация переходит автоматически на рабочую станцию врача. То есть здесь это не пленочный аналоговый аппарат, это чисто цифровой аппарат. До этого у нас в реанимационном отделении палатного аппарата не было, рентгеновского. Вот, получается, нам вот только-только приобрели именно для реанимационного отделения. В Ленском районе, как и во всей Якутии, объявлен Год матери. Разработан план, в него включено большое количество торжественных мероприятий и мер поддержки. Впрочем, такие меры работали и раньше. Так, рожденному 100-му ребенку из районного бюджета на протяжении 5 лет положена выплата в размере 100 тысяч рублей. А каждому ребенку, рожденному в Ленской центральной больнице, выдают комплект новорожденных. Оплачивают проезд из отдаленных населенных пунктов женщинам на родоразрешение. Действует и еще ряд мер. Предоставляется компенсация затрат на ремонт жилья, на приобретение жилья. Также предоставляется помощь мамам, имеющих детей с инвалидностью. Точно так же в зависимом порядке можно обратиться в управление социального развития, и данную выплату можно будет получить. В Чебоксарах провели международный турнир по масс-рестлингу среди иностранных студентов под звучным названием «Mass Wrestling Universe». Соревнования прошли в Чувашском госуниверситете. За первые места боролись студенты из 14 стран – Египта, Туркменистана, Камеруна, Нигерии, Колумбии и других. Перетягивания палки прошли в 8 весовых категориях у мужчин и в 3 у женщин. В ходе упорной борьбы большинство золотых медалей перетянули представители Таджикистана. Сильнейшие спортсмены будут включены в национальные сборные для участия в чемпионате мира по масс-рестлингу, который уже этим летом пройдет в Якутске. В Якутске в июне пройдет чемпионат мира, и во многих странах, и в том числе в России, проходят отборочные мероприятия, формируются сборные команды разных стран. Россияне отберутся в Казани 22-25 апреля, где будет отобран единственный состав, 14 человек, по одному спортсмену в каждой категории. К этому часу это все новости. Удачного дня!
Спасибо коллегам. Парк будущих поколений организует бесплатный курс для учащихся с 6 по 11 классы. Сегодня предпоследний день подачи заявок, так что успевайте те, кто еще не подал заявку. Ну а что это за курс и для чего он нужен, нам сегодня расскажет организатор образовательного проекта Skills Park Зинаида Попова. Зинаида, доброе утро. Доброе утро. Как мы знаем, к 2025 году запланирован ввод парка будущих поколений. И уже сейчас идут обработационные образовательные проекты. Можете про них поподробнее так рассказать? Да, действительно, образовательные проекты парка будущих поколений уже начались с осени 2021 года. Первым проектом выступил бизнес-акселератор «Твой старт». Это где школьники-подростки прошли обучение по бизнес-компетенциям, и в завершении курса они защитили свои бизнес-проекты. Также очень успешно реализовались образовательные проекты по направлениям медиа и кулинария. И вот сейчас уже 4-й по счету стартует образовательный курс по развитию гибких навыков для наших детей-подростков. Ага, ну вот интересный такой соответствующий вопрос. Что такое гибкие навыки? Как понять? Ну, чтобы разобраться в этом термине, что такое гибкие навыки, давайте разберемся. Есть два понятия: жесткие навыки и гибкие навыки. Жесткие навыки – это профессиональные навыки, которым можно научиться и которые можно измерить. Качество обучения можно измерить с помощью экзамена. Да? В качестве примера могу привести жестким навыкам. Это программирование, это чтение, это изучение английского. Да? То есть все те навыки, которые поддаются обучению, которые можно измерить качество обучения. А гибкие навыки – это надпрофессиональные навыки, это вот такие универсальные компетенции, которые включают в себе волевые, социальные и интеллектуальные навыки, такие как коммуникабельность, умение работать в команде, креативное мышление, гибкое мышление. Вот это вот все называется гибкими навыками. То есть правильно я понимаю, что в рамках проекта вы будете обучать ребят именно гибким навыкам? Да, мы в рамках данного проекта Skills Park мы будем обучать детей по 8 компетенциям. Туда вошли это лидерство, это эмоциональный интеллект, это креативное мышление, навыки публичных выступлений. И очень важная тема для наших детей-подростков – это тема самоопределения. И надо отметить, что это бесплатный курс. И куда можно обратиться, чтобы записать ребенка? Да, это абсолютно бесплатный курс. Сейчас идет прием заявок. То есть сегодня-завтра мы немного продлили сроки, поэтому жители нашей республики еще успевают подавать заявки. Да? Заявки можно подать на официальном сайте softskillsekt.ru. Там они подают анкету, и 45 детей будут отбираться для прохождения очного формата обучения. Но также очень хорошая возможность еще и для иногородних наших ребят, да, потому что еще 150 детей будут обучаться в формате онлайн. Это те ребята, которые физически не могут посещать данные курсы. То есть он идет в смешанном формате. Вот интересно, кто среди экспертов, может быть, проводит данный курс? Заинтригуете нас. Данный курс организуется парком будущих поколений. Именно образовательная часть ведется 2 школами. Это международная школа «Дети МБА», они ведут онлайновую часть, и очные занятия ведет школа по развитию гибких навыков Supreme School. И все это при поддержке Национальной библиотеки ДТК «Центр чтения». Вот про условия участия расскажете нам, Зинаида? Да, конечно. Значит, мы приглашаем школьников с 6 по 11 класс, которые желают прокачать в себе гибкие навыки. Да? Они подают заявку на softskillsekt.ru, заполняют анкету, с ним связывается менеджер проекта, проводит собеседование. В основном там рассматривается мотивация ребенка, насколько он действительно этого хочет, попасть на этот проект, а не мама, потому что мама сказала, да? И таким образом отбирается 45 ребят, которые приглашаются на очное обучение. Обучение будет у нас длиться с 21 марта по 15 мая этого года, а очные занятия будут идти у нас по выходным, по субботам в точке кипения.
Отлично. Но мы уже разобрались, что гибкие, в чем отличие гибких навыков от жестких. Может быть, сейчас, чтобы уже, допустим, наши телезрители могли понять, нужно ли ребенку развивать коммуникабельность, вы сказали, да. это гибкие Закрепим, навыки. Да. Да, в чем? Да, почему важно ребенку именно получать вот эти вот навыки? Смотрите, soft skills, да, как его еще по-другому называют, гибкие навыки, вообще они важны, они применимы к любой сфере, в любом направлении. И как доказали ученые, успех человека в профессиональном плане, оказывается, зависит на 85% от его гибких навыков и только 15% от его профессиональных навыков. В качестве примера могу привести такое простое сравнение. Если взять двух одинаково хороших программистов, и если у одного из них будут наиболее развитые гибкие навыки, то есть общение, ставить свои цели, идти и достигать к ним, то, соответственно, у него будет больше возможностей реализовать свой потенциал в своем профессиональном плане. Согласитесь? Ну да, то есть даже, получается, через общение больше людей, больше знакомств и так далее. Да. Через коммуникативность. Что ж, Зинаида, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Хотим напомнить, что принимаются заявки еще 2 дня, сегодня, завтра. Куда еще раз напомним? Официальный сайт softskillsekt.ru. Спасибо большое. Мест, я думаю, осталось совсем немного, да? Поэтому успевайте. Уже давно доказано, что конструкторы развивают у детей мышление, воображение, и это прекрасная разминка для мелкой моторики. А в Уснерском доме культуры прошла выставка «Лего Фантазия». Уснерская детвора откликнулась на призыв принять участие в выставке «Лего-конструирование». Мы пришли задолго до начала выставки. Ребята только начали занимать отведенные им места. Почему Лего? Во-первых, потому что захотелось видеть детей. На самом деле весна, ковид идет на спад, и пора просыпаться на самом деле. И захотелось какого-то не то чтобы взрослого движения, как у нас здесь частично, в последнее время бывает исключительно только взрослое, захотелось вот именно видеть детей. А именно Лего-выставка почему пришла в голову? Потому что я такого еще не видела. Конечно, хотелось бы видеть побольше активных ребят, но спасибо на этом приняло участие 15 человек. Даниэлю 10 лет. Он рассказал нам, что увлекается лего-конструированием давно, любит собирать технические игрушки и показал свою модель в действии. А за счет чего она движется? За счет электрического двигателя. А где, покажи, где это двигатель? Мне нравится больше собирать машины. Ивану всего 8. Лего собирает 3 года. На выставку принес разноплановые модели. Пожарная машина, гамбургерная, кран поднимает, дом горит и пиццерия. Там для детей это грузовик, это вертолет, это тоже грузовик. А это пытается выдернуть дверь. У меня много лего, и поэтому я захотела принять и посмотреть на другие фигурки лего. Если вы думаете, что в лего играют только дети, вы очень ошибаетесь. Многие не теряют интереса к своему увлечению долгие годы. Я бы выделила Дмитрия Муратова, потому что он самый взрослый участник. Не всегда сейчас найдешь подростка, который действительно увлекается лего, собирает. Я очень хорошо общаюсь с Диминой мамой и знаю прекрасно, что это не все работы, которые Дима здесь представил. У них дома есть шкаф. И этот шкаф, он просто за 7 замками, Дима никому к ним не подпускает. Вот там вот у него вот такое вот хранилище. Мы последовали совету и пообщались с Дмитрием. Просто для себя творчество. Как-то развиваюсь. Воссоздаю то, что представляю. А что ты любишь больше собирать? Собирать здания в большей степени. Такие постройки именно. Как ты думаешь, тебе это пригодится вообще в жизни? Если говорить именно как творческое, то вполне себе, да, возможно, и может пригодиться. Кстати, если вы не знали, каждую секунду на планете покупают 7 наборов лего-конструктора.
Пока мы разговаривали с ребятами-участниками, стали подходить и зрители. Не будем им мешать. Доброе утро. Сегодня четверг, а это значит что? Что впереди у нас будут выходные. Но буквально послезавтра. Ну а, друзья, какие новинки кино можно будет посмотреть в кинотеатрах? Уже сегодня, да. Об этом нам расскажет Александр Хавренко в киноафише. Кинотеатры обновили репертуарные планы. Давайте же узнаем, что нас ждет на больших экранах в ближайшую неделю. «Флирт с дьяволом» – напряженный триллер про то, что надо с осторожностью относиться к случайным знакомствам. Богатый разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Воспользовавшись доверием Криса, Скай проникает в его дом и превращает жизнь Криса в сплошной ад. И все ради того, чтобы получить доступ к сейфу и всем его счетам. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребенок оказываются в ловушке. Им предстоит отчаянная борьба за выживание. Меня зовут Кристофер Деккер. У меня дома женщина. Она удерживает меня против моей воли. Она хочет ограбить и убить меня. Она... «Парни под прикрытием» – бодрый экшен-боевик, основанный на реальных событиях. Простое и не совсем легальное задание – завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морпеха, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном, нимфоманом, полковником-психопатом и международными спецслужбами. Так дела не делаются. Твой напарник затеял войну, и вас ждут большие проблемы. Класс. «Парни под прикрытием». «Парящий тигр» – семейный фильм о добре и дружбе. Однажды 12-летний Роб Хорн, гуляя по лесу, наблюдает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика, и только одному человеку на свете – новенькой однокласснице Сикстине – он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки во что бы то ни стало. Хотела бы я увидеть, как этот тигр вырвется на волю. Я выпущу его. Только ради тебя. И теперь переходим к отечественному производителю. Комедия «Доктор Свисток». Арсен из Приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась. Он устроился в Московскую клинику пластической хирургии, правда, пока только администратором. У Арсена нет медицинского образования, но хорошо получается зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские. Все у него было схвачено, пока у одной из звезд шоу-бизнеса свежий тюнинг не взорвался прямо на борту самолета. Теперь Арсен вынужден бежать из Москвы в родной Сочи, где он думает, что его богатый опыт позволит ему открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше. И на этом у меня все. Нескучных вам выходных. Ну а сегодня мы много говорили о стрессе. Так специалисты назвали традиционные необычные ароматы, которые способствуют улучшению самочувствия и даже помогают справиться со страхом. Со стрессом? Со стрессом, ну и со страхом, я тоже думаю, да. Здесь немаловажную роль играют запахи. Да, ну, например, апельсин. Сочный цитрус способен не только улучшить настроение, но и пробудить аппетит. Этот аромат подходит в качестве дополнения к терапии при депрессии и общей вялости. А вот аромат розмарина поможет при тревогах и стрессе, пишет портал «Идеи вашего дома». Он улучшает концентрацию внимания, укрепляет нервы и стимулирует мозговую деятельность. Но следует избегать этого аромата, если у вас гипертония или бронхиальная астма. Лимон. Бодрящий и тонизирующий аромат лимона поможет улучшить работоспособность и просто поднимает настроение.
Подойдет для тех, кто часто пребывает в стрессе, жалуется на апатию и угнетенное состояние. Ромашка успокаивает в любом виде, будь то чай, настой для ванны или ароматическая свеча. Расслабляющие свойства цветка помогают справиться с перенапряжением в конце рабочего дня и настроиться на отдых. Мята. Свежий и легкий аромат мяты положительно влияет на нервную систему при стрессах, плохом сне и психологических перегрузках. Мягко снимает головную боль и расслабляет, в то же время освежая. Ну а индийским слонам зоопарка в Денвере посчастливилось участвовать в программе «Йога для слонов». Дрессировщики показывают, какие асаны надо выполнять, а толстокожие гиганты повторяют все их движения. Так слоны занимаются профилактикой артрита, поддерживая гибкость и подвижность своих суставов. А еще в это время ветеринары осматривают своих великанов-пациентов. Этот зоопарк необычный еще по одной причине. Здесь содержится единственное в Северной Америке стадо слонов, состоящее только из самцов. Это часть исследования, направленного на изучение коммуникации и поведения слонов. Их реакция изучается с помощью анализов различных гормонов. Проект поможет зоопаркам всего мира интегрировать новых слонов в стадо. Ну а прежде чем попрощаться, хотим немного рассказать вам про завтра. Так мы затронем актуальную тему о кредитных каникулах. На эту тему будем говорить с заместителем управляющего регионального отделения Центробанка Андреем Гридневым. Ну и, как известно, не каждый земельный участок предназначен для строительства дома. О всех нюансах расскажет наш гость с Центра «Мои документы» Андрей Тарасов. Да, если у вас есть вопросы, вы уже можете сегодня направлять их к нам на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88, WhatsApp, Telegram для ваших вопросов и предложений. Ну и, конечно, желаем всем отличного, бодрого утра и хорошего дня. Увидимся завтра в «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами. Будем непременно ждать встречи с вами. Хорошего дня.